предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Юлтумен Виктору Николаевичу Губареву. 7 минут. Да, уважаемые товарищи, мы помним, что в период СССР полностью государственная была поддержка за ввоз грузов в Арктику. Но и население было тогда более 200 тысяч, сегодня население 80 тысяч во всех 13 районах. И отвечал за это Совет Министров. Это была по каждому, за каждый год принималась конкретная программа. Но еще после 90-го года, 10 лет, были ряд указов президента Российской Федерации, которые все-таки еще предусматривали государственную поддержку. Но с 2005 года прекратилась государственная поддержка практически полностью. И все переложили все обязанности на региональные, и на муниципальные власти. Теперь всем понятно вообще, что практика в настоящее время пока не удалось создать новую эффективную систему осуществления северного завоза. И не может быть, если сегодня у нас 10% только государство отвечает за завоз продуктов, а 90% предприниматели завозят. Мы даже цифру не могли сегодня назвать. А как было, замерзли. И весь товар, который там они везли с таким трудом, он практически пропал. Мы говорили, страховать нужно этот груз. До сих пор не решены вопросы страхования. И как они сегодня, предприниматели, работают. Это рейсы, которые они заказывают, они как будто, кому-то должны. Эти все рейсы должны быть подконтрольные рейсы. И они выбивают самолеты, они, там околачивают, извините за выражение, перевозки, они там какие-то дополнительные расходы несут, аэропортовые расходы на эти рейсы тоже высокие. То есть, как так? 90% сегодня выполняют предприниматели, малые и средние предприниматели, и мы государственной поддержки даже вот сегодня в информации правительства не услышали. Такого не должно быть дальше. Они должны быть полноценными участниками северного завоза, полноценными. И все льготы получать такие, как поддержка должна государственным предприятиям. Поэтому, кроме того, ситуацию осложняет отсутствие единого органа исполнительной власти, который отвечает за осуществление северного завода. Я имею в виду и Российская Федерация, прежде всего. В этих условиях в проведении северного завода вовлекается огромное количество участников, имеющих различные экономические интересы, что приводит к удорожанию поставок продукции в северные районы и увеличивает риски их срыва. И сегодня обеспечение продовольствием арктических районов и жизненно необходимыми товарами проводится крайне недостаточно. А в половине арктических районов, наиболее отдаленных населенных и сел, неудовлетворительно. У нас район просто привык. Вот глава администрации сегодня, они очень так корректно, они как-то очень просительно, они, учитывают то, что могут быть какие-то последствия. Уж давайте говорить откровенно. Но проблема там неудовлетворительна во многих районах. А в связи с пандемией ситуация обострилась и может быть войти в чрезвычайную. Поэтому и меры требуются чрезвычайные и немедленные. Объем продаж снизился, совершенно Игорь Николаевич, правильно сказал, объем продаж снизился более чем в 2 раза сегодня. Даже то, что там лежит, нечего, да. Объем на грани банкротства многие предприниматели. Более того, на внутриреспубликанских рейсах прекратили обеспечение субсидирования авиарейсов. Даже пассажирские сегодня же у нас приостановили все. Сегодня завоз, осуществляемый государственными предприятиями, составляет лишь, повторюсь, все-таки 10%. Поэтому, да, транспорты, конкретные предложения. Финансовых средств, республиканских и федеральных субсидий, собственных субвенций, трансферты, поддержки северного завода требуется значительное увеличение по тем или иным направлениям в 3 раза. Не миллиард, Игорь Евгеньевич, я в 2 раза сейчас к вам обращаюсь, не миллиард,
всего с кредитами и так далее. Ну, это я не беру проценты за кредиты, которые мы льготы. Всего лишь 700 миллионов. Увеличили. Ну, сколько можно говорить о строительстве базхранилища инфраструктуры? Сколько мы же? Более 20 лет об этом говорим, и ничего практически не сделали, кроме Анабарского района. 800 миллионов рублей, проекты есть. Министерство Арктики, Якутопторг уже подготовил конкретную программу. 800 миллиардов нужно начинать выделять, и 4 года построить все 12 логистических центров. Все 12 за 4 года. Это нужно обязательно, значит, сделать. Следующее. Ну, картофелем и другими овощами мы говорим. Почему? Уже понятно, если не снизим значительно тарифы, это вторая проблема. Значительно тарифы нужно снизить и предпринимателям, и, значит, государственным структурам. Для этого предлагаем создать межведомственную комиссию для проработки всей транспортной логистики с учетом всех географических и климатических особенностей и времен года. Эту работу можно было выполнить в первом квартале 2021 года. Из муниципальных районов поступают конкретные предложения. В том числе вот у нас зеленые рейсы тогда осуществляем, большинство все-таки, когда уже начинают зимние перевозки. А тогда, когда вообще нет ничего, вот здесь почему-то мы не успеваем за этими потребностями. Следующий вопрос – это еще одна проблема, которая заслуживает решения. Вот в Ненецком автономном округе реализуется проект «Северный завод» с замещением ввоза продовольствия и энергоносителем, поддержкой местных инициатив. Определить потенциал замещения ввоза ресурсов котельного топлива, свежих овощей. Эта инициатива, значит, поддержана федеральным органом. Нам надо вступать в эту программу. Почему у нас, значит, еще один не менее важный вопрос. У нас на Колыму раньше капуста семчана доставлялась около 500 тонн. На Колыму по всем районам. Сегодня прекратили это. Значит, в том числе и картофель. На федеральном уровне по заявлению Крутиков, первого зама Дальнего Востока, начинается с 2021 года, приступает к разработке федерального закона. Выставленное это предложение, но начинает федеральный закон северного завоза. Поэтому здесь нам надо очень активно, значит, участвовать в разработке этого, войти в рабочие группы и очень серьезно готовить предложения и добиваться их выполнения. 2 года, к сожалению, многие уже принятые меры и рекомендации не реализуются. 2 года назад на парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации рассмотрели вопрос конкретно по северному завозу. Было очень принято это 2 года назад, в январе 2019 года. И практически ничего не сделано. Ну, по большому счету, ничего. И северный офис, северный завоз не заработан. Инфраструктура не создана при поддержке федеральных органов. Не создан координирующий орган. Мы предлагаем также рассмотреть вопрос, создать департамент, где он будет, Михаил Викторович, департамент по продовольствию. Так его назвать, по продовольствию. Сегодня Госкомитет по жизнеобеспечению, там, ну, не всем они функционально у них есть другие вопросы, и пожарной безопасности и так далее. Поэтому создать нужен департамент, найти возможность конкретно, потому что это важная задача. У нас есть все возможности, чтобы исправить ситуацию. И в декабре сейчас нужно то, что, значит, доставить. И уже с января этого года работать по-новому, и каждый контроль за всем этим. Все у меня. Ну, мне дайте слово. Пришлите, значит, с докладом предоставить Елене Христофоровне Голомаревой. Уважаемые участники расширенного заседания комитетов, во-первых, разрешите всех присутствующих и главу Республики Саха-Якутия Есена Сергеевича Николаева поздравить с решением финансового вопроса Ленского моста. Это день, которого мы ждали якутяне с нетерпением.
Строительство моста снимет многие вопросы и, самое главное, удешевит и продовольствие, и товары народного потребления, что приведет к повышению уровня жизни населения в общем. Я бы так, на федеральном уровне вопросы, рассматриваемые сегодня, имеют длинную историю. С 90-х годов не выстроена целостная схема продовольственной политики в стране. В рекомендации мы не видим раздела по работе парламента и правительства с федеральными структурами. Вот это надо сейчас выработать, да? 20 декабря, о чем сейчас Виктор Николаевич говорил, по инициативе Акимова Александра Константиновича под председательством сенатора были рассмотрены вопросы, которые, значит, вопрос обеспечения поставок продукции в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов. Как сказано, ни одно из тех предложений, которые были озвучены, они сегодня не рассматриваются, но до конца не доведены. И учитывая то, что принят федеральный закон о государственной поддержке предпринимательства в арктической зоне Российской Федерации, необходимо ставить вопрос федеральному округу Дальнего Востока арктической зоны Юрию Петровичу Трутневу создать на уровне, именно принять меры и создать на уровне Министерства департамент по северному завозу, вот на уровне Министерства Дальнего Востока и Арктики, инициировать принятие федерального закона о северном завозе. Притом это поддержки предпринимательства был разработан и принят в течение 6 месяцев. Никогда вот федеральный закон вот так быстро не принимался. Поэтому, учитывая важность вопроса жизнеобеспечения, повышения качества жизни во всех стратегиях, концепциях, стратегиях говорится об этом, вот это самый главный вопрос, который необходимо поднимать. Ситуация усугубляется изменением климата. Не с тем, что много ели или кушали во время пандемии, да, а с тем, что вот климат изменился, и до сих пор, сейчас декабрь, заканчивается Новый год, но до сих пор некоторые ручьи, море еще не открыто. Таймылы, это Булунский район, это точно Верхоянский, там все эти данные говорят о том, что это очень серьезно. Значит, необходимо продумать транспортную логистику, не такую, может, не зимники, это же природа нам диктует. Когда был главой Таймылыра Афанасий Андросов, он возил продукты на Буранах Санабарского района. Видела я этих с обмороженными лицами парней, которые, рискуя жизнью, отправлялись в дальний путь за продуктами. Вот так сами. Вот почему мы спрашиваем, доводится ли до наследников? Нет, это между небом и землей осталось, хотя у нас в законе, вот в законе, который принят парламентом Республики Саха-Якутия, так и написано. Поставки в населенные пункты арктической и северной группы ЛУСов осуществляются за счет собственных заемных привлеченных средств уполномоченных операторов, а также за счет средств государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Вот на что мы должны обратить внимание. И, к сожалению, вот это стало обыденным явлением. Не летают вертолеты по 2-1,5 месяца. Сегодня новому главе ВОН, сегодня он сейчас выступит, очень сложно справляться одному. Без денег-то нет в бюджете наследия, так ведь? Такая картина по всем арктическим улусам. Без федеральной помощи мы эти вопросы не решим. Вопросы жизнеобеспечения надо смотреть шире, глубже. Это не только обеспечение продовольственных товаров. Поддержка без поддержки вот на уровне федерального кодекса, бюджетным кодексом Российской Федерации в 2014 году дали нам возможность субъектам, значит, норму, разрешающую предоставлять юридическим лицам бюджетные кредиты, и в 2016 году 12 наименований утвердили. Большинство субъектов Российской Федерации, и мы в том числе дотационные, и поэтому необходимо, еще раз мы подчеркиваем, на уровне Министерства Дальнего Востока и развития Арктики создать представительную комиссию, которая представит предложение в это министерство.
Поддержка федерального уровня в чем видится? Государственная гарантия либо субсидия за счет федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам юридическим лицам в целях осуществления северного завоза или компенсации транспортных расходов. Подняла я стенограмму парламентских слушаний 2018 года, и Департамент регионального развития, директор Игорь Викторович Егоров признает, что признание финансирования северного завоза осуществляется исключительно силами субъектов и местного самоуправления, что с точки зрения министерства является неправильным. Они признают, что это неправильно, значит, мы должны вводить, и что он говорит, необходимо вводить систему льготного кредитования. Вот сам представитель Министерства развития РФ говорит, расширять применение госгарантий, каждый субъект должен определить своего оператора, должна быть 100% вовлеченность субъектов. В общем, уже это дано, работаете, говорят субъекты вместе с нами, мы будем это все вводить. Подчеркивает необходимость определить федеральный орган, который будет осуществлять координацию деятельности таких операторов. Но пока нету этого федерального органа, но мы должны говорить об этом, отстаивать. Была у нас встреча с председателем правительства Республики Саха-Якутия Андреем Владимировичем Тарасенко в поселке Тикси, где он встретился с предпринимателями и, значит, озвучил идею, значит, поставки продуктов через Госрезерв. Госрезерв, значит, Дмитрий Юрьевич Гогин, руководитель Федерального агентства по государственным резервам, говорит, с учетом логистики и региональных особенностей организации северного завоза представляется целесообразным осуществление поставок из государственного резерва в 17 субъектах РФ, туда, где недалеко расположены наши базы. В случае заинтересованности данных регионов и при наличии соответствующего акта правительства РФ Росрезерв располагает возможностью принимать участие в северном заводе. Не отказывают они. При этом могут использовать различные удобные механизмы передачи материальных ценностей. Может быть, а в чем причина, почему, значит, может быть, и работа идет, вот кто может с министерства ответить, да? Но было время, когда один раз с Росрезерва мы завозили продукты, но мука у нас была некачественная, которую мы 2 года вот получали замечания на уровне республики. Мне еще 3 минуты дайте. Ага. Так, я вам 10 минут давала. В 1999 году в Арктике на полках остались консервы советского запаса. Хорошо, что в то время дикий олень шел на территорию Оленевского района. Я до сих пор храню письмо министру финансов Кугаевскому Александру Андреевичу, где пишу, как начальник управления образования. Средств в бюджете нет. Прошу в бюджете питания полномочия передать Министерству образования. Ни одной копейки нет, нечем кормить детей. Это 99-й год. Одновременно пишу Евгении Саевне, министру образования того времени, отправить картошку. Она нашла средства, отправила 2 машины картошки, всем мы раздали, это было счастье тех дней. Но это я помню. Почему я это говорю? И в 2004 году именно с районного уровня мы подняли вопрос дотации на транспортные расходы. И вот здесь я сидела, поднимала этот вопрос. Улусные управления, представительные органы должны быть очень активными. И должны были поднять вопросы транспортных расходов, которые между наслегами пустые стоят. Откуда мы узнаем? Мы-то в законе прописали. А то, что исполнение как идет, это же за каждой строкой статьи должны следить. Мы-то приняли парламент, как положено. Поэтому должна быть активность со стороны представительных органов всех муниципальных образований. Мы решили вопрос ценообразования хлебопечения. Родионом Акентьевичем сколько раз встречались по этому поводу. Но об этом мы не писали, это обыденная работа депутата, и поэтому я еще раз повторяю,
Представитель парламента республики в лице двух комитетов и Арктики, мы вопросами завоза занимаемся. Но благодаря этому появилась возможность создания пилотного проекта Набарского луса. Все здесь сопротивлялись, а мы говорили, в виде исключения дайте возможность работать району. Район сегодня показывает хорошие результаты. Снизил даже стоимость продуктов питания. Нет там никаких. Но не все районы так могут работать. Имеют возможность работать, как она бы. Логистика там удобная. Поэтому необходимо создать единый орган, да, единое окно. Уже молодые люди создали программу, которая может показывать, сколько продуктов там в Таймылыре или Барагоне. И вот видеть должен диспетчер. Вот здесь в едином окно, кто будет ответственный, да, и бить тревогу. Вот использовать возможности новых информационных технологий. Министерство сельского хозяйства с главами районов должны иметь цифры по продаже рыбы и мясной продукции, расписанные помесячно, дикоросам. Сегодня звонят с Северного Луса, спрашивают, когда у нас мясо будет. У меня спрашивают. Это должны там на месте все это отработать. Мясо, курица, свинина. Все это должно, курица, яичко там, где в Оленевском районе мини-фабрика есть, это, разводят кур. Барашек привезли, коз привезли. Раньше возили туда картошку, но сейчас население сами садит. Вот эти вопросы подсобного хозяйства, как население само должно себя обеспечивать. Все эти вопросы надо... Отдельно у нас программа должна появиться, федеральная программа «Фермер Арктики». В каждом наследии мы должны коров держать, чтобы не покупать сомнительного качества молоко. Вот эти вопросы, которые, не все, я сказала, спасибо, что предоставили возможность выступить. Спасибо.